Всем привет! С вами школьные новости. Сегодня мы расскажем вам о том, как в школе на каникулах проходит детский оздоровительный лагерь. Итак, смотрим. В этот раз площадка при школе работала по 10 направлениям. Я блогер, я имидж, я профи, я волонтер, я эколог, я мотиватор, я учу, ла-ла-ленд и вместе. Занятия отряда «Я блогер» начались в учебном центре практической теле- и радиожурналистики СГУ имени Петерима Сорокина. Ребята узнали о том, кто такой корреспондент, оператор и монтажер, а также научились делать стендап. Также отряд «Я блогер» стал участником городского форума «Путеводная звезда» и послушал мастер-класс блогера Никиты Чернова. В среду ребята осваивали знания на практике, учились правильно снимать. Они запечатлели работу отряда «Я имидж» и «Я профи». Что вы сегодня готовили с детьми и как у вас получилось всякие блюда? Ну, сегодня мы с девочками делали, во-первых, сделали домашний хлебушек, мягкий, душистый. Они попробовали, что это такое тесто, как оно делается, как оно изменяется, какую форму приобретает. Это был первый момент нашего рабочего дня. И второй, мы делали самолепные пельмени. Девочки тоже попробовали, сами разложили, налепили. Сейчас они замораживаются, ждут своей очереди. В отряде «Я профи» было не до скуки. Ребята делали толкушки, скалки, табуретки и даже биты. На каникулах в лагере мы успели сделать всякие разнообразные детали из дерева. Например, как скалки, биты, ножики, там еще всякие толкушки. Вот. Подарки родителям, учителям. В четверг ребята посетили драмтеатр имени Виктора Савина и узнали все тайны закулисья. И, конечно, засняли это на камеру. Нам показали, как шьют костюмы и шляпы, где делают декорации и переодеваются артисты. Также мы постояли на сцене и почувствовали себя звездами Сыктывкарского театра. Сегодня мы посетим приют для собак «Друг». Ученики из 3 отрядов «Я блогер», «Я волонтер» и «Я профи» на протяжении работы лагеря собирали корм и вещи для собак. В субботу одной большой делегацией они отправились в приют «Друг». Ребята привезли различные вещи – одеяло, покрывало, куртки и плотные ткани для подстилок, чтобы после прихода зимы собакам не было холодно в их вольерах. Также ученики и учителя школы номер 18 привезли корм – крупы, макароны, хлеб и кости. Работники приюта поблагодарили наших школьников за помощь и пригласили приезжать еще для ухода за животными. Мария Табикян, Светлана Скиба, школьные новости. Вот и подошла к концу работа детского оздоровительного лагеря при школе. Это были насыщенные 5 дней осенних каникул. Отметим, что все это время нас вкусно кормили завтраками и горячими обедами. До встречи весной. Григорий Воробьев, школьные новости.